Сегодня мы пришли в Валевскую участковую больницу к читателю почитать книгу, потому что она не может читать по состоянию здоровья. Но прежде чем начать читать, мы хотим сказать, что этот год объявлен годом женщин. И мы сегодня вам почитаем стихи о женщинах, которые написала одно стихотворение наша учительница Лилия Юрьевна Петрусевич. Вот его прочитает Ева. Пожалуйста. Лилия Петрусевич, белорусская женщина, женщина-маці, працаўніца, наш гонар, памяць і любоў, бо прыгажуня, чараўніца, яе услаўляем зноў. Яшчэ ў далёкія часіны услаўлялі рыцары жанчыну, паэмы, вершы ёй складалі, ды песні ад душы спявалі. І сёння усё жанчыны могуць, пад сілу космас нават ім. Урач, пілот ці архітэктар, усё знаёма для жанчын. Жанчына-маці, і ў гэтым слове сабрана ўсёй зямлі краса. З маленства чуе маму мову, ад гонару пяе душа. Я ў год жанчыны усім жадаю надзеі, веры і добра. Матуль, каб дзеці паважалі, и не кранула нас беда. Ода белорусской женщине. Где найти мне такие слова, чтобы выразить сердцем почтенье нашим женщинам, честь и хвала за вселенскую мудрость, терпенье, креативность, задор, красоту. Жаль, восчевствуют милых, прекрасных только в праздники, 5 раз в году. Пусть весь год будет вашим, согласны? Каждый день, каждый миг, каждый час вы достойны любви и внимания. Пусть струятся смешинки из глаз, хрупкий мир освещая сиянием. Белорусская женщина, мать, дочь, подруга, коллега, сестрица сможет выслушать, сердцем обнять, от беды заслонив синей птицей. Все к лицу ей, модельный наряд, спецодежда, спортивная форма. Пригожуни, о вас говорят, обогреет улыбкой скромной. Мастерица, хозяйка, жена, для внучат и детишек отрада. Добродушна, мила, как весна, угостить хлебосалами рада. Покоряет надежных мужчин, силой духа и слабостью тела. Достигает на службе вершин, принимая решение смело. Коль открою я в небе звезду, то обжечься о жар не боюсь я. Ее в честь милых дам назову, в честь прекрасных богинь назову. Это женщины из Беларуси. Тоня, спасибо тебе большое. А сейчас Соня вам, видите, вы тезки, а сейчас Соня прочитает вам книгу. Коли ласка. Барбара Картланд, необычная невеста. Граф Уорнборма швырнул вскрытые конверты на стол. «Счета, счета, счета!» Повторял он, что я, по правде сказать, толком и не слышал, о чем он, собственно, говорил.